Что мы с вами находимся на Зимнике. Это ледяные трассы, которые все ждут в начале зимы, когда лед станет достаточно крепким и можно будет пересекать реки на ту сторону, ездить в какие-то далекие поселки именно по рекам. Это гораздо проще сделать зимой, чем летом. И очень холодно. Сегодня тоже где-то 48, по прогнозу 50. Мы едем по делам, и вот решил поделиться с вами. Очень прикольно. Очень необычно. И вот, чтобы вы понимали, мы отъехали от города какое-то расстояние и увидели солнце. А солнца я не видел, вот лично я, неделю, наверное, точно. И даже если не больше. Потому что город там, город весь в тумане. Солнце вот даже не чуть-чуть даже не просвечивает. Но здесь, если выехать подальше, то можно немножко погреться. А если поехать на сопки, то в принципе тоже там поднимаешься наверх, и перед тобой туман стелится вообще, вот прям вот видишь. Надо будет это снять как-нибудь, доехать. Сейчас просто без машины мало куда езжу. Вот с Мирланом катаемся по делам. Тоже решили поснимать. Руки отмерзают вообще напрочь. Все было под контролем, да, Мирлан? Все было под контролем, все ради научных съемок, да. Снимаем выхлоп зимней машин. Солнце такой, круг, да? Прям можно смотреть невооруженным глазом. Мы находимся в Нижнем Бестяхе, на другой стороне реки Лена от города Якутска. И здесь, отсюда идет именно федеральная трасса в центральную Россию. То есть, чтобы поехать куда-нибудь в города России другие, нужно вот пересечь реку. Зимой вот мы сейчас это сделали за 15 минут, на ту сторону перебрались. А летом приходится на пароме. Немножко это усложняет, конечно, движение. Поэтому ждут все Ленского моста. Потихоньку работы идут, насколько я знаю. Зимой нам любезно мост строит Якутск Мороздорстрой. Мороздорстрой. Очень качественно строит. Каждый год пользуемся. И за бесплатно почти что. Это... Смотри, как солнце вообще. О, прям яркое стало. Слушай, как я давно солнце не видел такого. Сразу улыбка появляется. Да. Ты радостный, счастливый становишься. Как будто вот из глаз пелену вытащили. Солнышко влияет позитивно, конечно, да. Поехали мы по делам, по научным целям, но, в принципе, камера с собой. Подумал, почему бы что-нибудь не снять. Да, что-нибудь поделимся? Конечно. Ты же блогер. С людьми, да. Иногда забываю, что можно снимать именно что-то, чем можно поделиться с людьми. Мы вас приветствуем сегодня уже в Бестяхе. План сейчас такой. Игорь вам покажет, как устроен автозимник по реке Лена. У нас получается два зимника. Один Якутск Нижний Бестях, второй Хатас и Павловск. Вот сейчас проехали Якутск Нижний Бестях, и сейчас обратно вернемся в город Хатасы. А, потому поедем, да? Да, Павловск, Хатаск мы вернемся и расскажем немножко про различия этих двух зимников. О. У нас мостового сообщения нет. С большой землей. Отличная идея, кстати. Да, сегодня у нас 22 января. Гоняемся за фурами, за крупными машинами, чтобы поснимать, насколько сложно. Вот они, когда газуют, например, выхлоп у них идет достаточно плотный в такой мороз. И это мешает обзору водителей, кто следует сзади. По городу то же самое, но мы решили пока выехать за город, пока сейчас погода хорошая. Еще потом в городе покатаемся, поснимаем вот это, в тумане. Ну вот, в принципе, да, это
Но камера еще не так сильно передает. Камера немножко делает туман более прозрачным, чем это видят глаза. Какие-то эти светофильтры так устроены, что они немножко рассеивают. Я вот тоже всегда снимаю какую-то жесть, а потом на телефоне смотришь, а там ничего не жесть. Не так уж жесть, да, туман-то вроде нормальный. Да. Видишь, может, видишь сейчас. Ну да, тут на обгон не пойти, потому что вылезаю, не видно. Обзора как такого нет. Надо, чтобы обзор появился немножко, надо машину отпустить. Чуть-чуть не прижиматься ему. Но при этом сложнее будет обгонять, потому что путь обгона длиннее становится. Путь обгона длиннее, и тут нужно как бы изначально рассчитывать это. Вот сейчас видно у нас впереди что творится. И машина видно и встречная. Так рассчитываешь. Ледовый автозимник. Вот. Была надпись, да, что я не видел. Сейчас мы как раз на этот автозимник. Ну рядом. Совсем. Ну, на трассе здесь, конечно, надо ехать очень внимательно в такие морозы. Это вот опасный момент, что если что-то с машиной случится, ты где-то на трассе, тебе обязательно потребуется помощь. Ну, можно замерзнуть. Это, конечно, такой момент. Надо в машине иметь теплые вещи, ну, все средства, чтобы как-то себя согреть в критической ситуации. Но они воняют. Да? Капец, они воняют. Дорогу расширяет, получается, у нас. И вот ограничение по скорости у нас 40 километров. Расстояние между машинами 50 метров. И весовое ограничение 40 тонн. Все. Ныряем обратно в туман. Это вот это место Павловская Курия. Очень любимое место рыбаков. Хотя мы тут можем смело на обгон выходить. Знаешь почему? Она односторонняя? Она как бы две полосы. Односторонняя нам в ту сторону и так. Вот сразу открылся. Домики постоянно стоят. Сдают, наверное, да? Это вот Павловские, они специально на санях сделаны домики, они прикатывают и оставляют. Тут очень хорошо ловится сорога. По сути, на этом зимнике Павловской трассы два места только есть, в котором ты идешь по воде. Вот это Курия, да? Тут глубина небольшая, вроде бы. Сейчас прошли, которые? Да, в самом глубоком месте, там 4 что ли метров. И потом тут, почему тут делали все время зимник, потому что тут много островов. Сейчас мы едем по острову, по песку. И все время едешь вот так по песку, сейчас в круг, и потом где там еще одну водную часть проезжаем, это вот на фарватер выедем. А вот этот зимник, он, если так подумать, по безопасности, наверное, безопаснее, чем тот. Тот Якутск Нижний Бестях, ты все время по воде едешь. Как паром едет по маршруту вдоль того острова. Так же и зимник идет. Так же и зимник идет. По фарватеру, получается, пересекает. Да, очень долго вверх или вниз по течению, по реке там едешь. Мы с Мирланом первый раз в этом сезоне на зимнике. Ну, в смысле, я вообще первый раз. Мирлан был в декабре, а в этом году первый раз. Правильно я понимаю? А я вот так... Я не знал, что он меня повезет на зимник. Мы думали, по городу поездим, выхлоп поснимаем. Поэтому для меня это стало неожиданностью, приятной неожиданностью. И заодно решил, что... Надо было поснимать выхлоп больших машин в условиях города и в условиях трассы. Ага. Вот встретили одинокого рыбака, похоже на Налимов. Там... Нет. Нет? У него зеленая жилетка, он работник предприятия Якут Мороздорстрой. Да, а мы думали рыбак. Он этот, выставляет эти вершки, чтобы в условиях сильного тумана, плохой видимости люди ориентировались, где этот
зимник, как ехать, видишь, он палочки ходит, ставит, да, между воротами, и ты всегда между двумя палочками проезжаешь, это вот проложенный зимник. Это на севере, на всех зимниках так делают. Вот люди, смотрите, в каких условиях тут работают. Я нашел свою черную балаклаву. Вот она гораздо удобней для морозов, чем та зеленая, в которой ходил. И можно погулять. Тут, если честно, вот так покопаться, да, если какой-то инструмент есть, можно посмотреть, сколько раз заливали зимник. Его заливают? Чтобы увеличить толщину льда, искусственно автоцистерна сзади с этим ходит, заливает зимник. Вот это, да? Поверхностью соль, это залитый вот. И вот эти торосы, когда вот трактор снимает верхний слой тростника, там же вот эти ямы, кучки бугра остаются, и вот это тоже она выравнивается, когда водой заливается. Мирлана такие интересные штуки в Инстаграме он выкладывает. Я вот в описании оставлю. Подпишитесь, реально у него интересные всякие тоже приколюхи есть якутские, коротенькие. Там можно посмотреть, как я водку замораживал. Ну не надо про водку, у меня это у него все. Мы за ЗОЖ. Очень много людей, которые вообще мне твердят, что водку невозможно заморозить. Ребята, это возможно. Это твое видео, что ли, я видел? В минус 40 все замерзает. Якутская крепкая есть такая водка, там 60 градусов крепость этой водки. Он тоже замерз. Ребята попросили мой видос, друзья, я им отправил. На ютубе, да, выложили? Там, кстати, до 4 с чем-то миллионов набрало. Да. Так это твое, оказывается? Я думаю, голос знакомый. Я еще подумал, что твой голос как будто. Так что у Мирлана там реально интересно. Надо тоже коротенькое что-то делать, начать. Вот коротенькое сейчас хорошо смотрится. Смотри, блин. Сейчас люди, есть такое понятие, что люди начали свое время ценить. И вот почему все популярны становятся. Вот в Инстаграме сначала появились рилсы, потом YouTube тоже туда пошел. Шорты сейчас появились. Ну все, на нем подзависают. Но я бы немножко поспорил. Это называется, формируется общество клиповое мышление. Потому что коротенькие видосики вы можете сидеть 2 часа залипать. Хотя можно было посмотреть 4 получасовых видео более информативных. Но людям нужна разнообразная информация, нужно, чтобы вот так все мелькало и кучу всего получить одновременно. Правильно же все-таки? Люди как бы хотят, ну, большинство людей развлекухи. Да. То есть серьезный какой-то фильм получасовой с каким-то с большим количеством полезной информации. Им лень смотреть, а что-нибудь такое после тяжелого рабочего дня посмотреть, абы ничего, короткие там 30-секундные ролики. Мне кажется, так, иначе никак не могу. Да, это, к сожалению, это сегодняшняя реальность. От этого никуда не денешься, но тем не менее, как бы все-таки я рекомендую немного уходить от этого момента, стараться все-таки читать. Вот заметьте, вы даже большие тексты сейчас читать не сможете. Вот попадается где-то раз текст, он вроде и полезный, интересный, но даже я уже так, то есть не то, что я говорю, что я в первую очередь это стал замечать на себе, что мне тяжело читать что-то информативное большое, но я себя приучаю, то есть я себе устраиваю сейчас дни тишины, я их называю информационные, когда я не захожу в телефон вообще. То есть я читаю там какие-то медитации, книги слушаю, аудио, либо визуально читаю, у меня и так. Есть разные книги, я одну слушаю, другую читаю. То есть и вот вам рекомендую хотя бы периодически раз в день устраивать такие дни информационной тишины, работать над этим, устранять это клиповое мышление, потому что все-таки люди становятся более внушаемыми в таком случае. Вам легко становится преподнести нужную информацию вот такими короткими, как сегодня в современном мире и формируется мировоззрение людей. Вот так вот я неожиданно такие вот темы мы решили обсудить. Пока едешь по зимнику. Почему нет, да, пока едешь по зимнику, всякие мысли приходят в голову, ну, кстати, в том вот числе и эти. На себе заметил, что когда в YouTube шорты появились, у меня
экранное время на телефоне увеличилось в 2 раза. Да. И я скажу, добавлю по себе, я сейчас заметил, сейчас мне, допустим, очень много вот стоит работы там с фильмом, например, или что-то, какие-то задачи ставишь себе, и ловишь себя, что ты в какой-то момент уже сидишь в телефоне, вот эти рилсы листаешь. Ну, да, я тоже смотрю шорты в этом на ютубе. Ну, то есть зайдешь, что-то раз, семечки, да, и ты уже сидишь, да, и человек, который осознаешь, что-то что там это неправильно. подзалип, смотришь, полтора часа уже прошло. Ну да. Но я себе ловлю, ругаю прям. Я когда ловлю за этим, я, бросаю телефон куда-нибудь подальше от себя. В этом То есть есть это... какой-то почему наши дети, да, зависимы от телефона становятся. Вот. TikTok. Информационный наркотик. Да, что начал TikTok, по сути, потом в Инстаграме появилось, теперь в Ютубе появилось. Ну, как бы, эта фигня популярная, мне кажется, и при этом и разработчики и туда и прут. Ну да. Но к чему мы это все подытожить, эту тему? Вот это видео, скорее всего, будет минимум 20 минут. Поэтому рекомендую такие видео все-таки тоже смотреть, потому что я все-таки буду работать в этом направлении, чтобы все-таки людям не терять длинное мышление, или как это назвать, бороться с клиповым. Вот. Так что приятного длинного просмотра. А мы выехали, в общем, с Зимника. В принципе, сколько? Ну, минут 15 дорога занимает на ту сторону. А на пароме там можно, ну, сколько? Полчаса в одну сторону, час в другую, пока там все это погрузится, пока все там, ну, сложно. Видишь, вот особенность этого Хатаск-Павловска, то, что я говорил, 2 маленьких участка воды есть. То есть там Курия маленькая, с небольшой глубиной, и фарватер. Фарватер тоже видел, да, она шириной не такая широкая. Там просто снимали, поэтому чуть-чуть задержались. А так, основная часть этого Зимника, Хатаск-Павловска, она проходит по островам, то есть по сухому. Наши местные машины выхлоп наверх делают в основном. Я смотри, на повороте контейнер ушел, свалился. Ну-ка. Обалдеть. Я думаю, что он стоит. Оторвался от крепления и прокатился вон оттуда. Ё-моё, вот это не повезло, конечно. Это прикинь, еще теплый груз. Теплый груз? Да. Чтобы вы понимали, ребята, теплый груз у нас в Якутске зимой возят на рефрижераторах. Чтобы не замерзал, да? Это чтобы не замерзало. Это овощи, фрукты, всякие там жидкостные, молоко, там кефир, мефир. Это называется теплый груз. И они возятся на рефрижераторах. И сейчас какому-то предпринимателю мега не повезло, и у него рефрижератор вон на боку валяется, отсоединенный от машины. Это уже возможно. Ладно, что я передумал снимать. Чужое горе, да? Ну да, как-то так. Для нас контента неудобно, да. 40 тонн груза лежит на боку. Ну да, это сколько там чего сохранилось, и что. Такси. Дай газу. Мирлана машина экспедиционная. Я нормально газую, он за мной тоже он остается такой вот этот. Мирлан на этой машине на севера ездил, до Тикси, да? Тикси, Нижнеярск и Русское Устье. Видишь, уже на этот берег заходим. Уже туман. Город. Да, сразу город в тумане такой вышли. Это вот сверху идет эта сопка или это как раз край тумана мы видим? Край тумана. Вот так вот, да, сверху? Да. Обалдеть. И видите, такой слой лежит просто на земле. Вот это все, наш город, вот это все лежит чуть низинее, чем вот этот основной. Это как бы долина Туймана, она основной. И вот тут, когда зимой вот это тепло, выделяемое городом, вот это все, она не может, она вот просто проветриваться. И вот этот холодный воздух, она вот этот теплый воздух давит просто. И тут естественное туманообразование, плюс дыхание города, плюс выхлопы машин. Все это как бы в совокупе дает такой большой количество густого тумана. Ну, видишь, вот границу. С самолета, когда летишь, прям видно, как самолет из него вылетает, прям как из облаков. Я хочу сейчас вам показать наших лошадок якутских. Вот они всю зиму, вот смотрите, минус 50.
И эти лошади, ну, вообще нормально себя чувствуют, то есть они приспособлены к этим морозам. Они спокойно гуляют, где хотят, там, ну, добывают себе травку, где вот. И вот минус 50, там 60 им, вот у них густая шерсть формируется к этому времени. И ничего их не беспокоит. Губки только вот у него замерзшие. Прям корка льда на губах. Вот он лед стряхивает с губ. Ну ты хороший. Ой, как холодно. Ай-яй-яй-яй. Что-то они не заинтересовались. Ну нормально, а вы говорите 40-50 градусов почти. Как они выживают? Они даже умудряются заниматься приятными вещами. На улице. А ты докопался. А я тут со своими ушами свиными. Вот мы уже едем по городу, стемнело. И видно, какой здесь вот в городе густой туман. Уже ехать сложновато становится. Видите кинотеатр? Да, вот есть. Ну даже за УАЗиком плохо. Ну тут, блин, вообще сейчас. Впереди него автобус едет, и вот домовые замесы. Даже без машин густой туман в городе. Время 5 час. Вот сейчас солнце только садится. Поедем на Сопку, сейчас попробуем заехать, посмотреть. Получится, не получится на город сверху. Вот мы заехали на Сопку, но она тоже вся в густом тумане. Не получится того эффекта, который я вам хотел показать. Вот перед нами город, и видите, вот мы в тумане, все-таки туман очень высоко стоит. Ну я, может быть, найду старые кадры, вставлю сюда. Я ходил в поход, когда только приехал в Якутск, там буквально через 2 недели, как приехал, в минус 40 пошел с Магана до Якутска пешком. И вот мы вышли на Сопки, и вот там вот прям вот то, что я хотел вам показать сейчас, там это было очень наглядно. А если найду где-то по архивам, надо порыться, вставлю те кадры. А сейчас вот такая ситуация. Видите, густой туман. Даже поднявшись на Сопки, города вообще не видно. Очень высоко туман стоит. Отлично гуляем. Походу города мы не увидим. Прикольно. Ну вот так вот здесь всю зиму. Круто, решили спуститься тут. Мне нравится эта затея. Друзья, вот так вот сегодня у нас с вами получился небольшой сюжетик о жизни автомобилистов в Якутии. День прошел не зря. Да. Что-то полезное сделали. Спонтанно, а спонтанно это самая интересная импровизация. Так что увидимся в следующих сериях. Я думаю, с Мирланом мы еще что-нибудь интересненькое попридумаем, поснимаем. Да, чаще стали с ним кататься, снимать. Можете там накидать какие-то идеи, что вам интересно в Якутии, в Якутске именно. Можем поснимать, да? Да, давайте попробуем так. Правда, ну, надо найти время. У меня вот из-за фильма сейчас я ничего не делаю, потому что акцент на фильме. Ну вот, я думаю, Мирлан может дать пинка под зад. Так если в комментариях там накидаете, да, там какие-то ну там много чего могут накидать. Да, много чего. Если одной какой-то вещь, на него больше комментариев какие-то на одно будет, мы постараемся, я приду, Игоря за шкирку пойдем снимать. Давайте договоримся так. Если что-то можно будет выделить интересного, мы выберем и снимем для вас. Да? Или какой-нибудь комментарий, там больше лайков соберет. Да, либо так. Так что все, давайте, всем счастливо. Скоро зима кончится, морозы. Будем кайфовать, минус 30. Ездить без тумана, с ясным солнышком зимним. Вау, кайф. Вот это тоже поснимаем. Все, да, самая красота в минус 30, когда тумана нет. Да. Ну давайте.